информационная программа «Вести Кудымкар Велиш Тиангат», студия Ирина Батуева. Бур рыд джента талуня тема зелищ. Кудымкар пожарный чулотына рейд карын сочем месодиса вид даст процент вылам. Гаинский район вак уже сплавляет на выр. Кудымкарон юбилейки же музей носит выставка уна экспонат теспеткатиса первуищ. Талун Кудымкарон чулала операция «Горящий город» Карич микрорайонный муна рейд. В рамках решения ГЧС, сегодня была запланирована рабочая встреча, группа. Сегодня мы проведем рейд в городе Кужумкаре по выявлению нарушений правил пожарной безопасности. Совместно группа и полиция, надзор, пожарно-спасательное подразделение, штабная пожарная часть. МЧС администрация, муниципальный контроль и соцзащита сотрудники с ОКШИСа КЧС пожароопасная обстановка увя колем год черти Кудымкарн пожары с содиса вид даст процент вылан талунялун выладаст к сотчем. Пожарной части сообщения с Локтона Олище Шаньбыдлун экстренная служба ланмог чулотный карн проверка и профилактической удж Кудымкарн пондочис операция «Горящий город». Две акции мы сегодня проводим, как рейд по населенному пункту, подверженному природным пожарам, да, от костров, от сухой травы. И уже факты такие есть в Пермском крае, когда у нас от соседа сгорает баня, сгорают дома, даже люди гибнут. 70% пожаров – это у нас жилой сектор, говорит, поэтому мы и на это и обращаем внимание. И, пользуясь случаем, для всех жителей хотелось бы обратить внимание на пожарную безопасность. Рейд чулатища сторечься ноль группа вела медбу уджавны быт микрорайон черти торен. Частный сектор олище заспроверить самедодж. Это када уна отир сотана йог, шо чет могич керана бипуррез. И уна еш не велисич, что бергаче бдс пожара. Нетласа операция коста пантачиса быт керкуиш олишкат аскаття. Филичи микрорайонын закон джугищез лунан эзвала. Но памятка считалась быданнысла. Отношение рейдына отерлан положительный. Сергей Беляев, например, запасын пыр виджева, а щас безопасность морд организует ачис. Ветер дует, жарко, может, у меня еще тем более здесь зеленая зона, елки могут загореться. Поэтому никак не жгем, просто собираем мешки и увозим на свалку. Больше. Вот, если пожар, пожалуйста, вот лестница есть длинная, чтобы помочь людям. Холодно, сыровато было. Тогда еще что-то сжигали маленько, но сейчас я не вижу костров. Никто не жгет, нигде дымом не пахнет. Что, люди-то все-таки в своих домах живут, думают головой. Тут у меня 2-тонная бочка с водой. Если что, можно, как говорится, насос туда включить и потушить пожар вовремя. Вы за безопасность? Ну, естественно, за безопасность. Как же? Кто же наша страховая компания, что ли, поможет? Сами должны думать. Пожароопасная обстановка по насвеченной эшадыр Пермской крайне ящекет быдлан. Сьен отера скоро на неджугну простые правила из. Илоны внимательные зан этамет дына не только карен, но и верен. 70% пожаров – это у нас жилой сектор, говорит, поэтому мы и на это и обращаем внимание. И, пользуясь случаем, для всех жителей хотелось бы обратить внимание на пожарную безопасность. Напоминаю, что не сжигать сухую траву, мусор, не разводить костры на территории населенных пунктов запрещено. Требованию пожарной безопасности Российской Федерации. Горящий город Нима операция Щерти Кераса итог КЧС вылын Акшаса Вилищ. Закон джугища звыла гижаса предписание и вермаса военной материальной ответственность дына. Ирина Батуева, Александр Рябков. Вести Кудымкар. Гаинский район пондочиса сплавляет на выр, ведет на качам объем мезенва кужа муна на паратам пуез. Ветли с нам коллега Дмитрий Буланов. Готовность 20-30 минут, начинаем работать, будем потихоньку оттягиваться. Как, готовы? Да, мы готовы. Отдыхать времени нет. Сегодня теплоходу «Орфей» под началом капитана Александра Дюжакова предстоит начать сплав почти 11 тысяч кубических метров древесины. В пути они будут находиться 2 суток до конечной точки в Соликамске. Не то что мощный, у него есть средняя рассчитанные лошадиные силы, да. Самое главное, чтобы в переводке плотов, чтобы все механизмы работали
отлично, отлажено и без проблем. Лес толкают 2 теплохода. На сплав природа отводит всего 2-3 недели во время прохождения паводка. Все это время команда находится на вахте. Сплав происходит в весеннее время, во время разлива рек, потому что все эти огромные плоты формируют на сухой земле, и только с вешней водой они оказываются на плаву, и в это время начинается сплав. Поэтому подготовка к сплаву начинается в начале зимы, а точнее в ноябре. Лес рубят и привозят на берег Камы. И здесь вступают в дело формовщики плотов. Николай Дегтярников занимается этим уже полвека и знает, от того, насколько крепко будут закреплены стволы деревьев, зависит конечный результат. Главное, чтобы плот не распался в пути. Подгоняем на плотбище, где ее выгружаем, закладываем такелаж полностью, как положено. Машину выгружаем на землю, а вторую машину на разворот и обратно на нее. И застегиваем баркомплект, и все полностью в тугую. С начала сезона в этом году уже сплавлено 127 тысяч кубометров древесины. Ежедневно по реке отправляют 35 тысяч кубометров. За последние 2 года действительно объемы начали расти. Заготовили с помощью всех лесозаготовителей, положили на сплав 369 тысяч кубов. Ну, предварительно, наверное, 370 будет, 375. Погода нынче подкачала. Для кого-то большая вода во время паводка беда, а сплавщикам только на руку. Но уровень воды невысокий. Люди надеются, что еще неделю река не пойдет на спад, и весь заготовленный лес доставят заказчику. Дмитрий Буланов, Денис Дульцев, Вести Пермь. Юсинського району чулались референдум «Отир Ашнес Борьеса самоблаженилищ программа». Еще колем года Юсвящ администрация примет решение чулот на районный референдум самоблаженилом программа «Пырис посаден до деревня зимбила щетом». Это речь освещению Юсинской сельской поселения лощетом не быдлаан. Количество проголосовавших у нас на территории было 2863 человека. Из них проголосовали за референдум 1848 человек. То есть это послужило 63% от числа проголосовавших. Нужно было собрать с каждого жителя, имеющего 18 лет уже, 100 рублей, которые предлагаются для реконструкции, модернизации уличного освещения села Юсьва и деревень территории поселения. Получается, на 4 мая 156 800 рублей. Соответственно, край нам даст на эту сумму 784 тысячи рублей. Деньга октиса апрель помощь. Самоблаженилом программа шорти эти крупды на край щета вид руб. Мы предусмотрели устройство уличного освещения села Юсьва, это Красноармейская, улица Пионерская, Паниковская, Советская, от пожарной части и до нового микрорайона Анисимовская. Также от детского сада до улицы Набережная по Советской. В деревне Сивашер, в деревне Спирина, в деревне Ситково и в деревне Харина. Худым Карлон юбилейки же Компермятский краеведческий музей. Лачатис виль выставка Югера городок. Вернисаж Влалоктиса Уна Отир. Что бы вы купили в этом магазине? Меня вот радуют цены. Крупа из 0 дас ям да куим дас копейкан. Килограмм сахар понда экмыздас копейка. И быдас цена сечемаш. Это джулали кырка. Музей Вашкадыш вели быдас. Екатерина Каджи Уна Гыщес дивуйчис ктамнас. Виль выставкал экспонат из газеты Сащин и Лов. Ну тогда, думаю, если в сравнении на те зарплаты, которые получали, наверное, оно в принципе и соответствовало. Помню, вот лимонад. Очень любили покупать лимонад. Очень нам нравилось. Причем мы ходили в магазин с бетончиками. Мы покупали лимонад в магазине, с бутылок сливали в бетончики, бутылки сдавали, и нам хватало денег. То есть на сданную тару мы покупали содержимое лимонад. И с бетончиком шли домой. Дома его разливали, была вообще красота. Бочный магазин челять кадыш Торрез, тыца чай и мадей берща, кысиса Уна Мортез. Югера городок нема выставка выла музейщик из Петкатиса Быдас Микола Кадла. А югеран, когда вуджотче кыч югд, гажа, шондия, шуиса выставка сышань, что этчем определению, кудым карлышала медбура. Карлан история пондочис шижимет векшань, кыр аркмис городище из юр.
Очень привлекли вот эти фотографии здесь. 47-й год вверху, узнаваемые места и как-то вот дорого посмотреть, почему-то дорого. А еще очень интересная историческая фотография здесь. 31 год. Здесь еще сохранилось старое училище двухклассное женское. Юбилейная выставка лачетом уна экспозиционный комплекс из мычалом чулалом и аньякад уна фотография звештащина производства юлищ 1962 года уджалис бытовой комбинат. Содис бытовая услуга извела спрос вуриса и реставрируется пачкам. Валиса заказез. Кудым карнзарамиса мебельная фабрика, минеральный ваечский рамшерти цех, кирпичный завод, льнозавод, дамадик производство. Ания абуни. Кариш быдалыш вишташа кудым карилыш аслас каштылым мез шерти. 50 лет тому назад, когда я ехал в Кудымкар по институтскому распределению, меня удивили прежде всего тротуары. Добротные, качественные, по-своему красивые. Выше тротуар посмотрел, это архитектура одно-двухэтажная, в основном деревянная архитектура. Каменная еще только шагала. И город, конечно, стал преображаться. Преображается он и до сих пор. Деревянные тротуары сменились асфальтовыми. Теперь уже мы ходим и по плиточным тротуарам. Все очень красиво, все изящно. Тычана местез акыркы ниен олище злыддиса автовокзал Кривощековлыш парк да кафе. Сайматиса виджетищезн ваш качерти ностальгия. Быдас экспонаттез, ания югара городоклан выставка вылн шо виддас, петкатымыш музейлан фондезиш. И уна Торрес татын мычала на первуиш. Выставка по нас уджавна октябрь месяцедж. Сен быдас желающие злан МК локны музея гуляет на ваш каркужа. Ирина Батуева, Александр Рябков. Вести, Кудымкар. Субботим перемякнем на краеведческий музей талум буденны советчища музейн ой чулатам вела. Быдгоча ночь в музее пондыт час да скват час гыш спанталас группа Шай-Май. Музей уджалыще злачати событиям вежалуна программа сеча пыриса учат и учат еспанда площадка из. Сегодня в нашем музее очередная ночь. Это будет очень много мероприятий, они будут проходить как внутри здания на всех экспозиционных площадках, так и на прилегающей территории. Тема нынешней российской ночи – шедевры из запасников. Так вот, у нас такие шедевры, очень редкие экспонаты, наши зрители смогут увидеть на нашей выставке «Югара-городок», посвященной нашему любимому городу. А вообще для организованных команд пройдет квест «Дело юбилейного города». А каждая экспозиция – это и детская, и отдел природы, и историческая. И, конечно же, это выставка о городе. Здесь можно будет любому желающему, начиная от самого маленького до самого взрослого, тоже поработать с заданиями, пройти внимательно посмотреть, узнать очень много интересных фактов, событий, явлений. Все, кто очень любит работать руками, они смогут в творческой мастерской поработать на мастер-классе по старинной технологии. Не то будут учиться плести поясок из разноцветных нитей. Вот. Ну и что у нас будет проходить на улице? На улице у нас на аллее машин будет организован аттракцион «Веселое колесо». Имеет барынкажмы там лишь мы это суббота, кудым кармпас чулавны сельскохозяйственная ярмарка, кыджи пырпона савузавны карч, ягод, да быткоть берща. Это было менталом быдыз, кысьям буршот чищан луннез, аджишлытадж.